Студенческое общежитие Абхазского государственного университета соответствует всем современным нормам и оснащено необходимым для комфортного проживания в нем. Вход студентов в общежитие осуществляется только по пропускам до 23 часов, а приглашенные лица в общежитие могут войти только после того, как предъявят охране документы, удостоверяющие личность. Система охраны такова: у нас мониторы, на улице 8 камер на каждом углу. Значит, мы все видим, въезде в общежитие видим, все углы против друг друга камеры настроены, незаметно не подойдет никто. Все видно, вот кто куда зашел, кто вышел. Смотрим документы, какие есть у них, будут оставлять, допустим, когда они здесь, уходить будут забирать. Здание общежития АГУ состоит из 5 этажей. На первом располагаются помещения административного назначения. Есть медпункт, где окажут первую экстренную помощь. Библиотека, читальный зал, оснащенный всем необходимым. Небольшие комнаты отдыха и спорта, где студенты могут посмотреть телевизор, сыграть в настольный теннис. Здесь же на этаже есть специальная комната-изолятор. Абсолютно необходимая комната – это комната-изолятор. Если вдруг кто-то заболел инфекционным заболеванием, чтобы его или ее изолировать в эту комнату до определения их в инфекционную больницу. За исключением первого этажа все остальные предназначены для жилья. Женские и мужские спальни расположены на разных этажах. Они по 6 блоков. В каждом из них по 3 двухспальных комнаты, оборудованные необходимым инвентарем и мебелью. На одного студента полагается кровать одна, тумбочка, белье в комплекте полностью, один стул, стол общий и шкаф общий, и вешалка одна, и вот где полки, если так можно сказать, по одной. Вот что положено. Остальное, значит, душевая и так далее, это общее. На каждом этаже есть помещение для кухни, оборудованное мойками, холодильником, шкафами для посуды, электрическими плитами, столами и стульями. Посуду и столовые приборы общежитие не выдает, каждый приносит с собой. Помимо этого, на всех этажах установлены системы противопожарной безопасности и огнетушители. На территории студенческого общежития АГУ установлена современная электрокотельная, которая позволит бесперебойно обеспечить общежитие горячей водой. Оборудование уникальное, современное, эксплуатируется нормально. Специалисты у нас есть, которые следят постоянно. Если даже в городе нет воды, то мы можем 3-4 дня бесперебойно обеспечивать всех наших студентов водой. Потому что для этого стоят здесь емкости, вы видите рядом, и мы контролируем, постоянно они заполнены водой. Общежитие предоставляется в первоочередном порядке студентам АГУ, являющимся детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, инвалидам 1 и 2 групп, а также инвалидам детства и вследствие военной травмы и заболевания, и репатриантам. Также общежитие предоставляется иногородним студентам. Из Гудауты. Очень тяжело ехать 1,5 часа сюда, потом 1,5 часа обратно. И еще опаздывать очень боюсь на лекции. Поэтому я решила, я посмотрела общежитие, прежде всего, чтобы понять, какие тут условия. И условия мне очень понравились. Тут очень удобно, и читательный зал есть, и спортивная комната, и комната отдыха. И это очень хорошее, мне очень понравилось это общежитие. Студенческое общежитие АГУ может разместить всего 220 человек. На сегодняшний день подано около 60 заявлений. Оплата ежемесячного проживания студентов в общежитии составляет 1500 рублей с человека. Помимо студентов в общежитии могут проживать и преподаватели, но их оплата составляет 2100 рублей. В случае нарушения общественного порядка в общежитии АГУ студентов могут исключить из университета. Аля Катрапш, Александр Чернов, Абхазское телевидение.